Утренние проверки Роспотребнадзора начинаются с оживленной точки на стационарном посту МАГАЗ. Информационные буклеты, обработка хлоросодержащими средствами, масочный режим. Если некоторые водители маршруток следуют правилам неустанно, то другие признаются, что о продлении антиковидных мер просто не знали. Без масок не садиться. Да, я не снимаюсь. Я не оставил. До 10-го продвигаюсь. Ханчо ты халили, есть нарушение еще. Кто вам сказал? Я пачками лиляю, я ханжал. Просто ханчо праздники шмахали, там наблюдается рост. Что напряженно ехать за башком, что делать, маски или обязательно халту еще. Уж месяц без маски, да, мы сняли предупредители, вашу маски или в любом случае. Разъяснительные беседы проводят и с пассажирами автотранспорта, ведь именно они могут стать переносчиками болезни. Напряженная еще ситуация, обязательно. Маршрутка, массовое скопление людей, обязательно маски, жаркие еще. Не только на водителей мы оформляем административные материалы, и на вас, пассажиров, тоже будут оформляться, если за нарушение масочного режима. Обязательно халишу. Следующая точка – республиканский автовокзал. Разметки о социальной дистанции здесь повсюду, даже на стульях. Есть и информационные наклейки. Помещения обрабатывают специальным раствором. Сотрудники Роспотребнадзора объясняют, без масок пассажиров к общественному транспорту допускать нельзя. Мы проинформируем всех водителей, всех пассажиров при входе, все объясняем, как вести себя. И в каждой маршрутке автобуса у нас висят таблички «Без маски не входить». Даем. У нас есть продажи маски нельзя у охранника. Главный призыв – не рисковать. Пассажиры должны понимать, маска – это забота в первую очередь о себе. Соблюдать меры обязан каждый. Законопослушных граждан оказалось немало. Ну, не знаю, без маски как-то некомфортно. Уже ты чувствуешь себя нехорошо. Как-то мы к ней привыкли, не знаю. Я так думаю, что пока все ее не сняли, и пока такого не было сказано, чтобы мы ее вот навсегда снимите, маски нам не нужны. Будем носить. Маска, антисептики, социальная дистанция. Меры защиты с начала пандемии не изменились. За нарушение установленных мер водителям маршрутного транспорта грозит штраф 15 тысяч рублей или временное лишение водительских прав. Очень халатно сейчас, в последнее время стали наши граждане относиться к этим требованиям. Как мы знаем, эта болезнь никуда не делась. Ситуация остается очень напряженной как в России, так и в нашей республике. Хотелось бы порекомендовать нашим гражданам, чтобы они обязательно, если они находятся в маршрутном такси, в автобусе, чтобы они одевали маску для защиты себя, своего здоровья и защиты своих домочадцев, так сказать. Если этот один человек заболеет, как мы знаем, эта болезнь очень быстро распространяется. Еще раз хочу отметить, что ситуация находится очень напряженной. Болезнь никуда не ушла. Ограничения действуют. Рейдовые мероприятия продолжаются. Если сегодня это были транспортные компании, то уже завтра места общепита. Главная цель не оштрафовать, а предупредить и защитить население от опасной болезни. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.